Витейдявская средняя общеобразовательная школа с 2004 года работает по теме «Школьный музейный комплекс. Модель инновационного учреждения дополнительного образования в сельской местности». По данной программе в школе функционирует школьный музей, потенциал воспитательно-образовательного пространства, которого способствует реализации возможности учащегося в потребности получения качественного образования по разным дисциплинам и решает конкретную педагогическую задачу. Актуальность проблемы обусловлена тем, что разнообразие учреждений дополнительного образования, определяющее профессиональное самоопределение в сельской местности, ограничена. Роль учреждения дополнительного образования в селе взял на себя школьный музей, став местом создания ситуации предпрофильной и профильной подготовки, так как школьный музей располагает средствами патриотического, трудового, экологического, эстетического воспитания, опытом организации поисково-исследовательской работы среди учащихся. Материальная база школьного музея началась создаваться в 1967 году, более 40 лет назад, в здании Мегино-Богородской церкви, построенной в XIX веке в 1821-1923 годах, за деньги, собранные от пожертвований. Тогда она называлась Мегино-Богородская церковь. Церковь двухэтажная, 20 метров в длину, 18 в высоту. Выстроена по схеме: вдоль оси восток-запад следует апсида с алтарем, собственно церковь, трапезная и колокольня. Внутренняя часть храма разделена на два этажа, на две церкви. Расписывал храм русский художник, который во время работы над фресками разбился. Он был похоронен у подножия храма. Впоследствии роспись была отреставрирована якутским художником Сивцевым. В росписи на самом верху помещено изображение Бога. На стенах расписаны 4 автора Библии: Марк, Матвей, Лука и Иоанн. На втором этажу с каждой стороны Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки. За ними следует изображение библейского сюжета, избиение младенцев, изображение женщины. Остальные сцены сильно пострадали от сырости. Множество окон символизирует святых. В церкви велась служба по крещению новорожденных, обтеванию умерших. В настоящее время этот Божий храм – единственное высотное культовое сооружение с фресками из сохранившихся на территории Республики Саха. Имеет статус памятника истории архитектуры российское значение. Получение второго дыхания музейного дела связано с присвоением школе имени Кузьма Осиповича Гаврилова. Его дочь, академик Мария Кузьминична Гаврилова, выступила с предложением открыть в родном доме Гавриловых-Лукиных новый музей. Так, в 1995 году на основе собранных материалов к столетию школы был открыт второй объект музея – музей образования. Зданию музея в 2012 году исполняется 100 лет. Мудрая мать семьи Гаврилов, безграмотная якутская женщина, вдова Александра Савична Гаврилова Левина, еще до революционное время в 1912 году построила такой просторный дом, чтобы дать образование всем 6-летним детям в церковно-приходской школе. Потом этот дом почти до открытия музея послужил общежитием учителей, так что дух образования в этом доме присущее самозаложение. Музей начинается с комнаты Гавриловых, которая буквально открыта на днях 1 декабря 2011 года. Комната создана после передачи этим летом памятных вещей семьи Гавриловых. Здесь хранятся семейный шкаф, кровать, стулья самого Кузьмы Осиповича Гаврилова. Экспонсируются портреты, фотографии, литература о Гавриловых, оформление стенда. Вторым отделом предоставлена история образования в населении. Это частные школы Полицильных, знаменитая репетиторская школа Папия Подбельского, церковно-приходская школа, советская начальная и 7-летняя школы и средняя школа с 1968 года. Третий отдел посвящен инновационному банку школы. Особенное место отведено известным физико-математическим классам. Наша школа – пионер профильного кабинетного программированного обучения в республике. Далее предоставлена история детских организаций школы. В нашей школе были открыты первая в Лусе комсомольская ячейка, пионерский отряд и октябрьская группа. Здесь посетитель с большим интересом узнает о письме знаменитого Оюнского, витейдявским пионерам, о существовании боевой дружины в школе, о литературном кружке «Витейдях Саскада».
вырастившим арбитуру Константина Туярского, Степана Тимофеева и многих других. Отдельно предоставлена спортивная слава школы, кубки, дипломы, сведения о рекордах, чемпионах, спартакиадах, о спортсменах высшего мастерства. И здесь и трофеи, кубки, рассказывающие о полувековой встрече трех школ Дырин, Алтан, Бетейдях. Музей имеет выставочное место. В данное время выставлена экспонсия, рассказывающая о прошедших выборах в Государственную Думу. Рядом фотогалерея ветеранов педагогического труда школы. Продолжение этой экспонсии является стенду об учителях, войнах, заслуженных учителях. В стадии разработки находится составление собственной педагогической энциклопедии. Мы гордимся своими публикациями из серии «История школы», «Педагогический опыт», «Незабываемые учителя», «Книга выпусков». Все это хранится в доступном витраже. Также здесь есть место ученическим принадлежностям. На второй половине объекта широко предоставлена народная педагогика, этнопедагогика. Есть стенды, посвященные образованию Улуса, республики. Как и в других объектах комплекса созданы условия для работы учителей и учащихся. Музей является образовательным пространством школы, центром воспитательной работы. Здесь созданы условия для проведения занятий, кружков, встреч, клубов по интересам, сбор социума. Музей имеет техническое оснащение, богатую библиотеку, кафедру самообразования. В библиотеке собрана педагогическая литература, издания школ республики. С большим спросом пользуется собрание научных докладов учителей, учащихся кандидатские диссертации. В этих 50 тематических папках хранится информация об учителях и их педагогической деятельности. В специальном шкафе-сейфе хранятся альбомы с фотографиями, архивные материалы. Для проведения обрядовых мероприятий и занятий по национальной культуре в 1997 году построено здание АИ-Тюгюльгата. Якутская изба, оформленная по мотиву национальной культуры. Учение АИ-Юэрага. В здании имеется очаг огня, камелёкохок, жернова, мебель с национальным колоритом, календарь предков Бихель, знаки АИ Белелера и Кутсюр, выставка витрина с отбитурной духовной культуры. Здесь также проводятся регистрации бракосочетаний по национальным обрядам, встречи с интересными людьми, презентации книг местных авторов, встречи с представителями Ассоциации народной педагогики, кружки и занятия по национальной культуре. Обрядовые мероприятия по старинному якутскому календарю с участием учащихся младшего, среднего и старшего звеньев. Картинная галерея открыта в феврале 2000 года. Экспозиционная площадь 150 квадратных метров. Регистрирована как отдел Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Экспозицию представляют более 200 работ живописи, графики, прикладного искусства и скульптуры. Картинная галерея имеет 4 отдела. Декоративно-прикладное искусство. Представлено более 20 работ по мамонтовой кости, в том числе известных работ лауреата Государственной премии РСФСР имени Репина, заслуженных деятелей искусств АССР, Косторезов, Терентия Мозова, Семена Пестерова, Степана Петрова, заслуженных деятелей искусств Дмитрия Ильина, Николая Мудаева, Федора Маркова и других. Экспонировано около 30 работ якутских мастеров-ювелиров по серебру, более 30 резных работ по дереву. Также находятся специальные витрины для работ учащихся школы. Представлены многие лучшие работы членов кружков декоративно-прикладного искусства Угуян, Эдер Мощут, Той. В отделе скульптура экспонировано 20 работ скульпторов Ксенофонта Пшенникова, Семена Егорова, Петра Захарова, Елены Поповой и так далее. В отделе живопись особый интерес представляет обширный ряд уникальных 70 произведений ведущих художников старшего поколения, заслуженных деятелей искусств, таких как Афанасий Осипов, Семен Александров, Василий Кандинский, Афанасий Собакин, Михаил Лукин, Николай Христолюбов, Николай Сироткин, Владимир Карамзин и многие другие. В отделе графика коллекция из 80 работ известных графиков, заслуженных деятелей искусств, основоположника графического искусства республики, Афанасия Мунхалова, Эллея Сивцева, Владимира Карамзина, Лаврентия Неофитова, Ефима Шапошника, Ивана Мощасына и других.
Картинная галерея, как и музейный комплекс духовности в целом, дает широкие возможности для проведения разных типов уроков, нетрадиционность форм обучения, наглядность, а также живое общение учащихся с картинами, работами по мамонтовой кости, серебру и дереву, способствует концентрации внимания, создает положительный эмоциональный фон для более эффективного восприятия материала. Для учащихся в картинной галерее проводятся уроки по таким предметам, как родной, русский, английский языки, литература, история, мировая художественная культура, якутская народная культура, изобразительное искусство, технологии, интегрированные уроки литературы, истории, математики, культуры и искусства с использованием произведений из коллекции галереи. Учащиеся принимают активное участие на таких уроках, выступают с рефератами, читают стихи, изучают биографии художников, писателей, пишут сочинения. Учителя предметника применяют разные приемы работы. Рассказ учителя, самостоятельные ознакомления с экспонатами, комментирование картин, сравнительный анализ, беседа, обмен мнениями, прослушивание ученических сообщений и сочинений, экскурсии. Учителя разрабатывают методику проведения музейных уроков применительно к своему предмету, успешно проводят их, распространяют свой опыт на различных семинарах, конференциях, которые проводились на базе музейного комплекса. Темы уроков могут касаться школьной программы и предлагаться ученикам в разных формах и типах. Задача учителя на таких уроках состоит не только в том, чтобы раскрыть суть ключевых понятий, но и задачить детей вечными философскими вопросами, ответы на которые они будут искать всю свою жизнь. Познавательный интерес определяется как потребность человека в знании, которые можно рассматривать как средство обучения, как устойчивое качество личности. Музей истории и культуры построен в 2003 году. Рассказывает о древней истории местности Бетельдях, Улуса, Республики, материальной культуры якутского народа, с разделами, посвященными ветеранам войны, тыла и труда Великой Отечественной войны, первому герою социалистического труда Афанасию Егоровичу Степанову, легендарному герою Василию Манчара, этнографическим материалам истории Богородской церкви, построенной в 1823 году, полезным ископаемым республики. Дом охотника Исландии построен по программе «Кросс-культурное погружение в традиционное наследие Исландии Бетельдях» с целью создания условий для формирования и развития культурной и толерантной личности через диалог культур по проекту Александры Гаврилевны Аргуновой-Кёрегой, живущей ныне в Исландии. Окончив театральное училище имени Щукина, она с мужем Магнусом Йонсоном в 1966 году переехала жить в Исландию. В Исландии она известна не только как театральная актриса, но и как мастер по прикладному искусству и мозаике, инициатор международных акций женщин. Для сближения Исландии и исторической родины Кёрегой построила в Рейкьявике якутский балаган, центр якутской культуры, дом творчества, для которого были переданы для обмена из нашего музея старинные экспонаты. Идея о необходимости избушки охотника и рыболова как экспозиционного объекта музейного комплекса для показа традиционного занятия народа Саха принадлежала музейному педагогу Анатолию Никитичу Аргунову. Он выбрал место, смастерил и поставил макет. Все внутреннее убранство сделано на занятиях музейного кружка. Была объявлена акция среди населения и по школе по сбору необходимых вещей для избушки охотника и рыболовных снаряжений. Объект открыли 17 ноября сего года в рамках месяца Баяная со всеми полагающимися обрядами. Просмотр объекта начинается снаружи со двора избушки, где можно увидеть якутские охотничьи лыжи, сани и другие снаряжения. В прихожей избушки широко представлены капканы, верши, рыболовные сети. Есть старинные экспонаты, якутские пороховницы из кожи, кости для хранения и переноски рыбы. Тоже из кожи лиственницы, железный гарпун, махалка для очистки следа соболиной шкуры. Здесь в углу железная печь и рядом умывальник. В внутренней части избы 2 стола и 2 кровати. На столе керосиновая лампа, свечи и примус. Ежедневник, журналы, баянай, над столом полка для посуды и продуктов. Над кроватью медвежья шкура и рога, на роге висит 2 ружья.
Амбар старинной утвари как экспозиционный объект был открыт в 2005 году. Представляет собой якутский амбар для хранения бытовой утвари. Здесь представлены предметы для возделывания земли, переработки зерна, кузнечного дела, производства кумыса. Собранные экспонаты являются подлинными предметами, подаренными местными жителями в дар музею. Экспозиция сельскохозяйственных орудий и агрегатов повествует, как умело был вписан быт и труд наших предков в течение времен года, начиная с технологий весенней обработки земли и посева сельскохозяйственных культур и заканчивая переработкой выращенного зерна. Пополнение фондовых материалов проводится путем организации поисковых экспедиций, туристических походов, экскурсий, через поисковую переписку, сбора редких исторически ценных материалов. Мы находимся в экспедиционном отделе флоры и фауны, введенном в строй в 2007 году. Здесь находится чучело зверей и птиц, обитающих в наших краях. Вот рысь, заяц, беляк. Здесь мы видим экспонаты, подаренные Аргуновой Евдокией Гаврильевной. Это череп, лапы и кости медведя. Также здесь находится скелет краба. Достойное место занимает экспозиция «Мамонтовая фауна». Здесь можно увидеть кости мамонта, найденные в речках Сола, Колора, кости мамонта, подаренные жителями села Хаяксыт Черептинского улуса, реберные кости, окаменевшие останки травоядного динозавра, найденного в местности Хоро Сунтарского улуса. Представлены чучела водоплавающих птиц, которые прилетают в наших краях. Эти занесенные в Красную книгу лебедь, журавль, бургомистр, далее представлены чучела гусей, гагары, различные виды уток. Следующие экспонаты павильона – это животные, обитающие в наших краях. Это кабарга, косуля. Крупные экспонаты павильона лосья, орел были подарены кадровым охотникам Захаровым Василием Тимофеевичем и Аргуновым Прокопием Гаврильевичем. Они представлены собой чучело в натуральную величину, изготовленные в 1967 году. Здесь есть чучело совы, рыжей лисы, колонка, росомахи и белки. В павильоне собрана уникальная коллекция природных ископаемых. Сюда вошли все ископаемые нашей республики. Павильон, как и в целом музейный комплекс, стал большим помощником в обучении и воспитании учащихся. Он способствует развитию творческой самостоятельности и общественной активности учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов по истории природы и общества, имеющих воспитательную и познавательную ценность. Основная функция школьного музея – образовательно-воспитательная. Школьный музей ведет деятельность таким образом, что зритель, школьник становится активным участником происходящего, получая все, что предлагает им музей. Данный принцип предполагает приобретение опыта личного соприкосновения с реальностью через предметный мир, диалог между памятником и посетителем, музейным сотрудником и аудиторией. Работа школьного музея ведется через организацию кружковой исследовательской деятельности, проведение музейных занятий в образовательном процессе, педагогических занятий для родителей. В работе с родителями ставя задачу педагогизации среды, способствующей созданию наиболее благоприятных условий для развития, самоутверждения личности ребенка, большое внимание уделяется проблеме улучшения взаимодействия семьи, школы и общественности села. В сельском социуме работа с семьей ведется комплексно. Проводятся классными руководителями и социальными педагогами родительские собрания, оформление альбомов семей, организация творческих конкурсов для семейного посетителя, организация праздников, организация клубов по интересам, где занимаются семьи, объединившиеся по общности увлечений. Это клуб коллекционеров, клуб книголюбов, литературное творческое объединение «Бүгүнгү Бидедях». На базе музея в Аюты-Хюльгете оформлены по мотиву национальной культуры с атрибутикой якутских обрядов, семьи организовывают обрядовые действия. В школе ведутся комплексные мероприятия, которые требуют участия членов всей семьи. Мой семейный архив, моя семейная реликвия, моя коллекция, мой личный музей. В музее хранятся оформленные семьями древа их семей.
Родительские комитеты местом встреч и заседаний выбрали музей. Так, на базе музея совместно с родительским комитетом и музеем были проведены занятия для родителей. Этнопедагогические традиции воспитания в семье. Семья – основа общества. Никто не забыт, ничто не забыто. Здоровье семьи – требования современной жизни. Научно-практическая конференция «Мой музейный комплекс. Инновационно-воспитательная образовательная среда». Как учреждение дополнительного образования музей ведет организацию кружковой деятельности, в которой детям дается возможность на практике реализовать трудовые навыки. Руководят деятельностью кружка музейные педагоги, педагоги школы, родители-энтузиасты. В работе кружков можно проследить преемственность поколений. Так, в семьях с общим интересом к одному делу направляют детей в кружки, в которых занимались и родители в свое время, и старшие дети. Это кружок лепка и дизайн, резьба по кости, школа экскурсовода, пресс-центр. Работа музейных кружков интересна в первую очередь личностью своего руководителя. Одним из таких людей является руководитель музея, ветеран педагогического труда, человек, основавший современную работу музея, Михаил Васильевич Шергин. В кружке, организованном им при музее Угуян, Михаил Васильевич занимается с творчески одаренными детьми по индивидуальной программе «Костересным делом». Юноши узнают не только о добыче и обработке бивня, учатся процессу технологий костерезного искусства и набираются мастерства, но и общаются с человеком, с которым интересно. Юноши заявили о себе на выставках своими работами по резьбе. Их работы стали призерами и лауреатами многих выставок в республике. Юноши планируют в будущем избрать профессию, связанную с деятельностью кружка.